На связи подкаст «Морожайло». Сегодня наш выпуск посвящен дате, которая занимает особое место в истории Казахстана. 29 августа текущего года исполняется 35 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона. Но сегодня мы хотим поговорить не только о самом решении, принятом в 1991 году. Мы попробуем посмотреть на эту историю полигона через документы, представленные в нашей музейной экспозиции. Что знали о последствиях ядерных взрывов еще в 50-е годы? Когда об этом начали говорить открыто? И какой путь был пройден до 29 августа 1991 года? Об этом в новом выпуске «Морожайло». 29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский ядерный испытательный полигон. Но если посмотреть на документы, представленные в нашей музейной экспозиции, становится понятно, решение о закрытии полигона не возникло в один день. За ним более 40 лет испытаний, секретные медицинские исследования, письма жителей, обращения врачей и депутатов, общественные протесты и все более настойчивые требования. Испытания должны прекратиться. Сегодня мы попробуем проследить этот путь через документы. И начнем с самого начала. В 1947 году в Казахской степи началось строительство нового испытательного полигона. Для него была выбрана огромная территория недалеко от Семипалатинска. Создавались специальные площадки, строились дороги, командные пункты, научные и военные объекты. А уже 29 августа 1949 года здесь состоялось первое советское ядерное испытание. Так началась история Семипалатинского полигона. Испытания продолжались десятилетиями. Они были наземными, воздушными, позднее подземными. В первые годы население практически ничего не знало о масштабах происходящего и возможных последствиях. И вот здесь особенно важны документы, которые сегодня находятся перед нами. Один из таких датирован февралем 1958 года. На первой странице совершенно секретно. Это материал о работе так называемого диспансера номер 4 и группы сотрудников Института биофизики. Название диспансер звучит вполне обычно, но фактически специалисты изучали радиологическую обстановку в Семипалатинской области и состояние здоровья населения. В 1957 году были обследованы 11 населенных пунктов. Ученые брали пробы почвы, воды, травы, зерна, мяса, молочных продуктов, овощей. Проводили сотни измерений и более 1000 анализов. И результаты показывали, в отдельных районах показатели радиоактивности превышали установленные тогда нормы. Причем речь шла не только о территории где-то рядом с эпицентром испытаний. Речь шла о привычной жизни, о траве на пастбищах, о зерне, о мясе, о картофеле, о муке, которую можно было купить в обычном магазине. Исследовали и самих людей. В документах диспансера зафиксированы изменения в состоянии здоровья части обследования населения и показателей крови, которые требовали дальнейшего изучения. Но, пожалуй, самое важное находится в конце этой справки. После результатов исследования идет раздел под названием «Рекомендуем». И первым пунктом специалисты пишут «Прекратить испытания атомного оружия в Семипалатинской области». Это был конец 50-х годов. До официального закрытия полигона оставалось еще более 30 лет. При этом проблема не исчезла. В 1959 году уже принимаются решения по улучшению медицинского и санитарного обслуживания населения Семипалатинской и также Восточно-Казахстанской областей. Речь шла о строительстве больниц, поликлиник, аптек, колодцев, жилых домов, о снабжении населения продуктами и лекарствами. А в документах 1965 года снова появляется тревожная информация, теперь содержание радиоактивного йода 131 в молоке в некоторых населенных пунктах Семипалатинской области. То есть документы разных лет снова и снова возвращают нас к одному вопросу: как испытания влияли на территорию и на людей, которые здесь жили. Но долгое время значительная часть этой информации оставалась под грифом «секретно», то есть закрытой. Ситуация началась меняться со второй половины 80-х годов. Появилась возможность говорить о последствиях испытаний открыто, и тогда все громче начал звучать уже не только голос специалистов, начали говорить сами жители. В нашей экспозиции сохранились документы, письма за 87-88 года. Они рассказывают языком научных отчетов. Люди пишут о трещинах в домах после очередных испытаний, о страхе перед новыми взрывами, о болезнях, о здоровье детей, о том, что они не знают реального уровня радиации вокруг себя. В одном из обращений есть очень простые слова: «Мы больше не можем жить в таких условиях». Именно такие фразы, наверное, лучше многих цифр показывают, чем был полигон для тех, кто жил рядом. К концу 80-х годов протест становится массовым. 28 февраля 1989 года возникает антиядерное движение «Невада-Семипалатинск». Требование прекратить испытания начинает звучать на митингах, в обращениях, в письмах, телеграммах. В музейных документах мы видим телеграммы от жителей трудовых коллективов.
представители разных районов. Их адресуют руководству республики союзным органам в Москву. Формулировки становятся все прямее. Прекратить ядерные испытания. К этому требованию присоединяются медики. В 90-м году работники здравоохранения Семипалатинской области с большой тревогой доводят до вашего сведения, что длительные испытания ядерного оружия в нашем регионе привели к катастрофическим последствиям для здоровья населения и экологии. Это адресовано было Верховному Совету СССР и народным депутатам. Они приводят медицинские данные, говорят о последствиях наземных и атмосферных испытаний, формулируют свой вывод предельно ясно. Единственный выход – немедленное прекращение ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. В том же 90-м году делегаты 28-го съезда КПСС направляют письмо министру здравоохранения СССР. В документе говорится, что материалы о последствиях многолетней деятельности полигона только теперь становятся достоянием гласности. Авторы требуют не просто признать проблему, они ставят вопрос о лечении людей, медицинском оборудовании, о помощи населению. В сентябре 90-го года депутаты Семипалатинского областного совета обращаются уже непосредственно к президенту СССР Михаилу Горбачеву. Они сообщают о своем решении запретить дальнейшее произведение подземных ядерных испытаний и требуют окончательно решить вопрос о будущем полигона. К этому моменту разговор уже идет не только о прекращении взрывов. Появляется вопрос, что должно быть после полигона, как помочь пострадавшему населению, как провести конверсию военных объектов, как использовать научный потенциал в мирных целях. Но даже в 1991 году окончательной уверенности еще не было. В июне того же года на собрании одной из производственных коллективов обсуждалась возможность проведения новых взрывов. Из 520 присутствующих 495 высказались против. Это очень показательная цифра. Люди уже не хотели обещаний о том, что все когда-нибудь закончится. Они требовали окончательного решения. И оно было принято 29 августа 1991 года. Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного испытательного полигона. В этой дате есть особый исторический символизм. Ровно 42 года до этого, 29 августа 1949 года, состоялось первое ядерное испытание. Одна и та же дата стала сначала точкой отчета ядерных испытаний, затем точкой их окончательного прекращения на полигоне. Сегодня, спустя 35 лет, этот указ можно увидеть как один документ. Несколько страниц, подпись, дата. Но документы, которые находятся рядом с ним в экспозиции, позволяют понять, что стояло за этой подписью: секретные медицинские исследования 50-х годов, данные о состоянии окружающей среды, письма врачей, обращения депутатов, телеграммы трудовых коллективов, письма обычных жителей, общественные движения, люди, которые требовали услышать их. Поэтому история закрытия Семипалатинского полигона – это не только история одного политического решения, это история долгого пути от молчания к гласности, от секретных справок к открытому общественному требованию, от ядерных испытаний к их прекращению. И, возможно, именно поэтому 29 августа сегодня имеет значение далеко за пределами Казахстана. В 2009 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Дата, которая когда-то была связана с первым взрывом в Казахской степи, сегодня напоминает миру совсем о другом, о цене ядерных испытаний, о памяти тех, кто столкнулся с их последствиями, о том, почему подобная история не должна повториться.